Приветствую, друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «Цена свободы». Я и ведущий Михаил Серкиль. Сегодня поговорим о ситуации в Гагаузии и о том, что можно сделать для того, чтобы очистить Гагаузию от влияния Шора, и для того, чтобы следующие выборы, которые, очевидно, скоро должны состояться в Гагаузии, я имею в виду выборы Башкана и выборы Народное собрание, не преподнесли сюрприза в том плане, чтобы Шор не укрепился в Гагаузии. О том, что для этого нужно, как нужно работать на уровне общества, как нужно работать на уровне властей гагаузской автономии, мы поговорим сегодня с гостями передачи. В первой части у нас будет Сергей Чернев, глава офиса государственной канцелярии в Камрате. И во второй части у нас будет Вадим Пестренчук, директор организации ИПИС. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части мы поговорим о ситуации в Гагаузии. У нас в студии гость, которого давно не было, мы рады его приветствовать. Сергей Чернев, глава офиса государственной канцелярии в Камрате по Гагаузии. Господин Чернев, приветствую вас. Здравствуйте. Рада вас видеть. После такого долгого перерыва есть что обсудить. Всегда рад. Есть что обсудить, и ваше мнение по этому вопросу очень ценно. И для нас, и для нашей аудитории. Ну, конечно же, не могу не начать с появления Константинова в информационном пространстве. Это передача. Я уверен, что он считает, что он вышел там победителем. Да, я имею в виду передачу Анатолия Голя на ТВ-8 и так далее. Как вы вообще это оцениваете, господин Чернев? Вы знаете, как я не перестаю удивляться реверансам господина Константинова. И когда я смотрел вот эту передачу с Анатолием Голя, мне напомнило вот этот фильм «Свадьба в Малиновке», комедию, где был один Папандополо, или как его называли, который сегодня вот белые пришли, он белый флаг подумал, красный. Власть меняется, да? Да, власть меняется. И самое, вот я вам говорю, что Константинов считает, что он сегодня убедил Кишинев, и вот эта передача, он доказал, что он сегодня не с Шором. Это же было так примитивно. Ну, знаете как... Что люди настолько... Он столько думает, что в Кишиневе настолько глупые люди, что поверят ему вот этого неприкрытой лжи? Михаил, понимаете, Константинов в свое время кинул Филата, обманул. Он обманул Дадона. Уже мы знаем, как он кинул Плохотнюка, а Филата как он кинул? То же самое. Взял тогда, у него были... Филат на него возбудил уголовные дела, он быстренько подошел к Плохотнюку, и Плохотнюк его уголовные дела закрыл. И при мне, я говорю, вот еще раз говорю, он целовал Плохотнюку тогда туфли. Вот так, я вам скажу. Это после того, референдума, да? Нет. Это было до референдума. До референдума. Да, на референдум он кинул Плохотнюка. А Плохотнюк сказал, если вы хотите, тогда мы в Конституцию закрепим то, что если сегодня Молдова вдруг потеряет свой суверенитет, то Гагаузия имеет право самоопределения. Плохотнюк приехал сюда в Камрат и сказал, не делайте вот этого. Если вы хотите, чтобы было это, не делайте этот референдум, не делайте сегодня Молдову посмешищем на весь мир. Ну, Константинов благополучно ему кивнул и сделал. Если бы тогда наши власти привлекли к ответственности за тот референдум, если вы помните, через суд отменял этот референдум 2014 года, они подождали, и 30 или какого числа, 1 числа вечером они приняли по новой, чтобы 2 был референдум, чтобы не успели... Хорошо, давайте разберемся, потому что очень многие вот с этим референдумом, очень многие, с одной стороны, кивают на Формузала, справедливо, что он там лоббировал этот интерес. С другой стороны, кивают на Ирину Влах. Справедливо, что она задвигала за таможенный союз на этом референдуме. Но никто не говорит о Константинове. Но без Константинова этот референдум состоялся бы или нет? Нет. Без Константинова не состоялся референдум. Лавры пожала от него Ирина Влах от этого референдума, хотя никакого отношения к этому референдуму не имеет. Косвенное отношение к этому референдуму имел Формузал. Но Формузал в последний момент испугался и убежал. Вот так остался Валерий Федорович Яниоглу, который стоял, как бы до последнего стоял, чтобы провести этот референдум. Референдум фактически провела Валентина Васильевна Лисник, центр избиркома. Почему? Потому что Формузал, кого назначил тогда председателем этого ЦИКа, убежал, испугался. Формузал убежал сам. И Константинов в последний момент, они 1 числа ждали, по-моему, приехал... Господин Драган, по-моему, с Москвы его приехал вместе с Гагаузом, и они приняли вечером, чтобы на следующий день сделать этот референдум. Хотя до этого было решение суда, чтобы этот референдум отменить. Но он тогда откололся от большинства в Народном собрании, да, и пошел, поддержал, примкнул к той стране, которая за референдум.
и он проголосовал. Там 2 раза они голосовали. Константинов тогда был председателем Народного собрания. Да. Константинов сколотил его председателем Народного собрания, сделал тогда Плохотнюк. Да. Вот так. Константинов тогда уже заведомо, и после этого он просто кинул Плохотнюка. Он был председателем Народного собрания. Многие депутаты тогдашние, которые составляли вот это большинство, где-то заигрывали с Россией, где-то получали зарплату, вот так, и потому они и приняли вот этот референдум. Каждый попытался на этом деле заработать как бы свои политические дивиденды. Константинову это зачем нужно было? Константинов ничего бесплатно не делает. Ага, понятно. У меня теперь возникает вопрос. Вот какова его задача? Он пытается убедить Кишинев остаться у власти, сохранить статус-кво. Вот какая игра вокруг этого разыгрывается? Потому что, давайте так, Башкан сидит. Выборы Башкана нужно проводить или не нужно, с вашей точки зрения? Обязательно. Уже нужно проводить. Она не может исполнять свои обязанности. Да. Народное собрание завтра, по-моему, последнее заседание. Последний день, она уже потом, получается, она нелегитимна до следующего как бы заседания Народного собрания. Но тут мы опять входим в какую-то правовую коллизию. Да. Народное собрание должно само назначить свои выборы. Да. И хотя ЦИКа пока нету, вот они именно сделали это. Я, если хотите, чуть-чуть раскрою скобки, почему это было. У нас, получается, если выборы сделать по-большому, мы выборы должны сделать были еще вчера. Народное собрание должно было сделать, чтобы мы не пришли к вот этому, то, что мы имеем сегодня. Вы имеете в виду выборы Народного собрания или Башкана? И Башкана, и Народного собрания. Башкана уже при любом раскладе Башкана уже не оправдает. Там доказательная база очень большая, следствие, как бы суды идут своим делом. Там, кстати, суд не собрался, что должны были вынести окончательное решение, что там случилось, если вы знаете больше информации. Не собралась коллегия судей. Ну, коллегия судей, может, не собралась, кто-то ветинг не прошел, кто-то заболел. Почему? Потому что ШОР тоже в этом направлении работает. Почему? Потому что ГУЦУЛ начала потихонечку сдавать. Угу. Она женщина, имеет 2 детей, и она потихоньку начинает сотрудничать со следствием. В этой ситуации, я не знаю, какие решения примут в суду, но я думаю, в этой ситуации, если она пойдет на сотрудничество и раскроет все карты, которые были, которые она знает, всю информацию, которую знает, возможно, суд может принять, что ей сделают просто, она будет где-то... это поселение, или как вот это делает, или переведут ее на условный срок. Ну, при любом раскладе она уже Башканом не может быть. При любом раскладе она Башканом не может быть. То есть выборы проводить уже нужно? Да, выборы уже нужно проводить. Ну, вы чтобы понимали, ШОР сейчас давит Константинова, чтобы эти выборы провести. Почему? Называем вещи своими именами, пускай никого не... У ШОРа самая подготовленная команда, он готов на выборы сегодня, готов вчера и готов завтра. Для ШОРа сегодня надо совместить вот эти 2 выбора в Народное собрание и Башкана вместе. Он к этому подходит как бизнесмен, чтобы меньше тратиться. Ну, понятно. И сейчас у него вот эти все активисты, они ушли в спящее положение, он им купил ноутбуки, новые телефоны, они потихонечку на местах дома занимаются вот этой... То есть лэптопы и телефоны? Да. По домам сидят, да? Да, они сидят дома и делают ревизию среди вот этих людей, которые голосовали за них. Если возьмем правоохранительные органы, как открывали, то ШОР сегодня на зарплате где-то 38-40 тысяч человек у нас сегодня по Гагаузии. При том, что у нас выходит самое большее 60 тысяч человек, то он контролирует 2/3. Он любые выборы выиграет сегодня сходу. То есть, хорошо, давайте теперь вопрос. Допустим, полиция предотвратила финансовые потоки. Допустим, эти люди больше денег не получают. Они проводят следующие выборы. Эти люди на следующих выборах, он по-прежнему будет контролировать, даже если не будет платить? ШОР пошел, он, говорю, пошел в спящее положение. Он пытается своих вот этих агитаторов основных, он их потихоньку увел в тень, которые у него очень близкие. Он за них платит вот эти штрафы, дает адвокатов, и потихоньку они работают в судах, чтобы вот этих людей отмазать, которые чуть послабее, он просто говорит, вытаскивайте свои деньги. Вы все равно у этих людей украли. Вот так и потихоньку, говорит, вот платите, решайте свои проблемы. Людей он оставил на самотек, вот этих людей, которые... Он понимает, что даже если людей в суды будут штрафовать, то эти люди, наоборот, разозлятся и дальше будут голосовать за ШОРа. ШОР их держит. Вот я вам скажу, он понял, что платить, нету толку целый год им платить. Он будет платить последние 2 месяца и будет иметь такой же результат. Для чего у него...
Поэтому он содержит свои ячейки вот это в спящем положении. Для него самое главное сейчас вот эти ячейки самых своих основных агитаторов увести в сторону. У него базы есть, база у него попала, база вот этих пенсионеров, база всех людей через соцобеспечение, через исполком. Эти базы у него все есть на руках. Он сделал паспортизацию практически всей Гагаузии. Он знает, где, что творится, на какой улице кто проживает. Ему просто нужно назначить дату выборов. Дата выборов сейчас только невыгодна Константинову и вот этим депутатам, которые вцепились в вот эту власть. Вот так. Шори их давит, чтобы они сделали выборы, но Константинов пока апеллирует, что госканцелярия опротестовала, ЦИК опротестовала вот это, и мы не даем как бы ему сделать вот эти выборы, пытаясь в этой ситуации обмануть и надурить и Шора. Ну, получается, что сейчас Константинов герой, он сейчас пытается спасти выборы от Шора. Так выглядит. Константинов пытается спасти свою шкуру. У Константинова есть уголовное дело, которое находится в суде на завершающей стадии. 191, часть 4, это от 7 до 12 лет. Там нет... Но он в передаче же сказал, что на меня возбудили уголовное дело, потому что я не хотел начать спор. Послушайте, Константинов, как всегда, в своем репертуаре всем врет. Да. Вот так. И то, что он в передаче сказал, что на него пытались, как бы возбудили дело, у него дело идет мошенничество. И там даже у него идет по статье 335 УК Республики Молдова присвоение чужого имущества, злоупотребление своим служебным положением, находясь здесь во главе этого предприятия. Да. Вот и все. Она, эта статья несет за собой срок наказания до 3 лет. Но вот эта более старшая статья 191, часть 4 поглощает, и вот в этом сроке 7-12, возможно, эта статья будет там же в совокупности. Ну, насколько это серьезно для него? Очень. Константинова идут если у нас начала работать правоохранительная система, начала работать судебная система. Вот этот ветер потихоньку дает свои плоды. Оно за один раз она как бы не сломается. Но сейчас у нас суды судят с буквы закона. Не то, что раньше Константинов любое свое решение, как бы мог влиять на любое решение суда. Яркий пример у нас господин Шор. Он 8 лет тянул суды. Свои суды. Константинов тоже надеялся, что так получится. Но правоохранительная система заработала, и дела о мошенничестве, они идут в приоритетном порядке. Почему? Потому что от коррупции страдает сегодня наша экономика, нашего государства. Хорошо, давайте вот это выражение. Он в конце этой передачи говорил: идите, говорит, спросите в Камрате, в любом садике, говорит, спросите, все знают, чей завод. Что этим он хочет сказать? Что завод мой, я его просто пытался... Нет, я думаю, что он это намекает, что все садики спирт пьют. Вот так вот. Чей спиртзавод, если в садиках спросить. Извиняюсь. Ну, нормально. Есть сегодня следствие, которое доказало, что этот завод не его. И пускай Константинов каких детей садиков не привозит, извините, факты вещь упрямая. То есть не будем вдаваться в подробности, как там все это случилось и так далее. А Ирина Влах здесь при чем? Ну, Ирину Влах, он, знаете как, сейчас Константинов будет обвинять всех. В скором времени он будет обвинять Илья Узуна, будет обвинять Ирину Влах. Он сдаст всех, чтобы в надежде, что правоохранители... Он заигрывает с Кишиневым, то, что мы уже сегодня видим. Ему все равно, кто будет сидеть. Главное, чтобы он удержался на плаву, удержал свое имущество наворованное, как доказывает следствие. Вот и все. А дальше, кто будет сидеть, ему все равно. Главное, чтобы у него было тепло и хорошо. Ну, смотрите, тогда из того, что вы описываете, очень патовая ситуация в Гагаузии сложилась. Кишинев какие бы действия не предпринимал, Шор контролирует. Даже если завтра провести выборы в условиях... Ну, даже если будет, насколько я понимаю, из того, что вы говорите, даже если Кишиневский ЦИК будет проводить эти выборы, даже если будет все честно, они не будут подтасовывать, все будет с буквы закона, Шор все равно выигрывает эти выборы. Я правильно понимаю? Да. 35 депутатов он все равно будет иметь в Народном собрании. Как минимум 30, даже все 35. Все 35 будут иметь, и он образцово-показательно будет выигрывать те участки, где Тарнавский, где Железоглу, которые были против, он там их будет выигрывать. Да. Ну, Тарнавский же там все 35. Ну да, там прежде всего, но... И я так понимаю, что у него есть кандидаты, он любого может поставить, даже без разницы кого. То есть, это патовая ситуация. Что делать в этой ситуации? Вот послушайте... Отменить выборы, что? Нет. Вот я вам говорил раньше, никто это не воспринимал всерьез. Временное управление в Гагаузии, назначенное Кишиневым, с задачей. Тут должен быть волевой человек, который не побоится на себя взять ответственность, который создаст команду и вытащит Гагаузию из этого кризиса.
хорошо, а как тут вытащить? самое основное, Да, вместе с да. правоохранительными органами отработать вот эту сетку Шора, полностью ее уничтожить. То, что мы сегодня вот это погасили, этот огонь, это не значит, что у нас завтра он не будет работать. Я говорю, они ушли сейчас все в тень и ждут своего времени чек, когда назначат выборы. Любое назначение выборов в данной ситуации – это подарок Гагаузии Шору. Хорошо, а для того, чтобы сетку уничтожить, что нужно сделать? Ты же не можешь все 40 тысяч человек закрыть. Послушайте, нет. Мы должны сначала вот этих выявить всех агитаторов. Агитаторов наказать. Вот А так сколько вот. их примерно? Их агитаторов у нас основных, где-то у нас сегодня получается по Гагаузии, я думаю, где-то порядка 600-800 человек. Именно основных. Основных. Которые по секторам вот эти. Да, которые по секторам. Вот именно вот так вот. Потом мы вот и отрубить вот эту верхушку. После этого Гагаузия должна сделать в исполкоме порядок. Сделать за 15 лет аудит, начиная с Формузала, начиная с Ирины Влах. Посмотреть, почему Гагаузия выделяет, вот у нас такой хороший бюджет, и Гагаузия топчется на месте. Вот так. У нас исполком, у нас вот получается из 400 миллионов своей прибыли, своих собственных доходов. Да. Мы больше 100 миллионов тратим на исполком. Этого не должно быть. Надо посмотреть, куда эти деньги уходят. И вот эти деньги, когда направятся на помощь людям, соцобеспечение в зимний период, роженицам, пойдут в садиках ремонты, пойдут грантовая политика. И если эти деньги пришли с Европейского Союза, мы сделали в этом садике крышу, и все люди будут знать, ГРТ не будет работать на Шора, а будет работать именно на государство, на вот этих людей. Вот почему? Потому что она за наш налог. Вот только тогда поменяется менталитет людей, и тогда можно идти на выборы. Хорошо. Всех очень сильно пугает идея Внешнего управления. внешнего управления. Опять же, внешнее управление технически... Даже Чернев, не только, извините, не Чернев, а Лечу возбудился. Понимаете, на передаче, помните, он был с Димитрогло. Как это вообще, Манкурт, не знаю, там, как он, гауляйтеры? У меня такой вопрос, а вы кто от имени Москвы управляете? Вы не гауляйтеры? Могу я ответить на этот вопрос? Да. Вот в смысле, я завершу вопрос, да? Вот что, как вообще, это вообще не нужно заикаться? Как это так? Нет якобы никакой процедуры. Когда вы говорите внешнее управление, речь идет о введении чрезвычайной ситуации и назначении человека, который будет управлять. Который займется экономикой, именно экономикой. Да. Давайте ваше видение по этому. Не ответьте на... Они забегали. Почему забегали? Сейчас забегал Формузал. Да. Забегали все вот эти. Они боятся вот этого, получается, вот этой как бы аудита за 15 лет. Они первым делом боятся этого. И второе, и у Лейчу в пушку, и у Константинова в пушку, почему через народное собрание, получается, отмывались, вот получается, деньги. И у нас, вот даже говорю, ко мне попали документы, где Лейчу с Иванчуком проталкивают, делает туалет за 1,5 миллиона лей, делает на стадионе. Я не знаю, какие хоромы они должны быть там, и какие унитазы там должны стоять. Вот потому они и забегали. И они Слушайте, я, конечно, прошу, там, помните Крайторова, Чадрлунги? Он тоже Чадрлунги, поэтому его за туалет сняли же, да? 100%. Ну, у них мания в Чадрлунге, все к туалетам они тянутся. Знаете, как туалетная мафия, или как их назвать, вот так. Окей, да. И тут, получается, они именно этого боятся. Они понимают, если станет сюда во главе Гагаузии, станет человек, который именно займется экономикой, а нам не надо Гагаузии ничем заниматься, займется образованием, займется медициной, и вот этим вот соцобеспечением вот этих людей, они понимают, что они Гагаузию потеряли навеки. Почему? Потому что Гагаузия поймет, что такой человек, за него надо голосовать. И никогда Лейчу, никогда их банда, вот эта шайка, Лейка, как я говорю, они никогда не будут ни депутатами, никем. Потому они сейчас и забегали. Они боятся, что если Кишинев вдруг назначит сюда внешнее временное управление, как получается, образно на месяц, на 2, на 3, на 4, вот пока не искоренится вот эта сетка Шора, то Шор потеряет здесь полностью влияние, потеряет такие политики, как Константинов, потеряет такие политики, как Лечу, свое движение. Кстати, уже сегодня Константинов уже бегает вокруг Кройтора, пытается всеми правдами и неправдами назначить его временно исполняющим обязанности, опять под контролем поставить своего человека. Ну, тоже, наверное... Тоже внешнее управление, но по-другому. Внешнее, видно, туалетная мафия работает. Когда мы говорили туалетная мафия, мы имели в виду политиков чадрлунских, ни в коем случае это не касается всех жителей. Там, политиков как-то там тянет, я не знаю, какие-то туалетные дела там, я не знаю. Хорошо, второй вопрос, который очень всех волнует, что вот это вот, условно говоря, внешнее управление, хотя Лейчу говорит, что технически это невозможно, смотрите, с точки зрения, возможно, парламент может только на территории Гагаузии объявить чрезвычайное положение и, соответственно, в рамках чрезвычайного положения принимать соответствующие решения. Я ни в коем случае к этому не призываю, я просто говорю, что есть такая возможность. Да? В связи с угрозой. В связи с угрозой, да. Сегодня суверенитету Республики Молдова. Безусловно. Вопрос следующий. Взбунтуется ли народ в Гагаузии? Нет. Народ только... Откуда у вас такая уверенность?
Я со многими людьми говорю. Да. Вот так вот. Я по Карамрату хожу спокойно, общаюсь с людьми, все только этого и ждут. Почему? Потому что такого позора Гагаузии на протяжении вот этих последних времени не было. Только кто сегодня против? Это у нас есть один горе, вот эти горе-патриоты, я не буду их обижать. И вот Как-то они поджали хвосты. Да, поджали хвосты. Почему? Потому что понимают, что следующие будут они. Вот так вот. И тут получается не от того, что их будут брать по политическим делам, а по деяниям, которые они сегодня сделали, то, что пытались, они сегодня работали как сепаратисты, чтобы на потере суверенитета и внешнего другого управления нашей страной, вот именно нашей Молдовой. И их должны именно по этим статьям и привлекать. Вот так. Боится только вот эта шайка Горка и их руководители, которые сидят у нас за кордоном, которые, они понимают, что если только здесь станет человек другой, то они потеряют эту Гагаузию, потеряют фактор дестабилизации нашей страны. Почему? Потому что Шор, его приспешники, я смотрю то, что говорят их вот эти активисты-агитаторы, они все ждут, что сегодня фронт придет вот сюда к Одессе, дай бог, чтобы этого не было, ждут, что пришел сюда, и тогда они подумают здесь Бучу, чтобы дать сегодня возможность, чтобы напали на нашу страну. Хорошо. Кстати, сегодня ночью, я говорю, вот бомбили сегодня Рени, очень жестко бомбили. Почему я говорю? Если мы, конечно, так находимся, считайте, по прямой где-то километров 20 плюс-минус от Рени по прямой. И вы чувствовали там? Да, мы чувствовали, дрожали дома, я чуть не вылетали стекла. То вот этого, если хотят, вот именно ради алчности, ради наживы, вот эти наши так называемые политические бомонд, он втягивает нашу страну в вот эту конфронтацию. Хорошо. Мы видим, что Константинов очень изменился. Риторика у него такая, весь пытается сказать, что я вообще, говорит, не был Шором, я вообще с ним не связан и так далее и тому подобное. А что было бы, если бы ПАС не получил большинство? Как бы он себя вел? Вы знаете как, при мне, как я стал председателем района где-то в 2007 году. Да. До этого где-то год, может быть, полтора, вот так вот, у нас и был колхоз «Гигант». Если бы я тогда успел, вот эта программа «Помын», когда вот люди наши вулканешские, у нас где-то 2800 человек, вот плюс 2500-2800 человек остались колхозники, остались без пенсии, на минимальных пенсиях. И вот это Константинов у председателя тогдашнего района избил человека, сейчас уже ныне покойный Георгиш Иван Георгиевич, при комиссаре полиции, при прокуроре Вулканешского района он избил. Если бы ПАС проиграла вот эти выборы, Константинов ходил бы с автоматами и расстреливал вот здесь всех неугодных. Вот я вот сегодня говорю то, что бы сделал Константинов. И то, что сегодня они поджали хвосты, это сегодня только результат того, что они не смогли выиграть эти выборы. Но очень хотели, да? Они очень хотели. Ну, если кто-то думает, что Константинов поменял свою риторику, он ошибается. Константинов уже не раз обманывал, он просто пытается усыпить бдительность властей, чтобы уйти от вот этого уголовного дела, в надежде, еще раз говорю, что фронт придет вот сюда, в Одессу, и они тогда опять будут поднимать людей на баррикады. Ну, то есть для него это единственное спасение? Он считает? Вы знаете, как этот человек от денег помутнело в глазах. Все, для него все равно с кем быть, все равно куда идти, хоть с чертом вместе идти, но главное, чтобы он заработал денег. Хорошо, а почему он избил этого человека? Что от него хотел он? Тот хотел, чтобы Константинов тогда забрал все имущество, сделал какие-то дутые долги, вот так, и колхоз... Как сейчас вот этим предприятиям? Да, как и вот этим предприятиям. Вот это... То есть схема старая, да? Схема старая, просто чуть-чуть власть поменялась. И человек потребовал, говорит, нам тоже вот... Он был простой колхозник или кто? Просто бригадир, он вот бригадир. Так он был. Да, колхозники говорят, вот я от имени людей, мы тоже хотим какую-то долю. И он сказал, ничего не дам. Тот говорит, как я тебе ничего не дашь, что если у нас вот у меня акции, он встал прямо и избил его прямо, говорю, при комиссаре тогдашнем, и при прокуроре, и при председателе района, у председателя района в кабинете. Еще коммунисты были у власти? Да, еще коммунисты были. Это был где-то 6-5 год, 2006-2005 год. Почему? Потому что в 2007 году уже я стал председателем района. Очень многие в Кишиневе меня спрашивают, а кто вообще это Константинов, откуда он вообще появился? Ну, тут история достаточно богатая такая. Константинов сегодня мошенник, на котором негде ставить ярлыков. И сегодня он первый раз столкнулся с тем, что он сегодня не может повлиять на решение суда. И это именно благодаря властям и именно благодаря вот этому ветингу, который пошел в судебной системе. А до этого все вопросы закрывал? До этого он решал все вопросы сходу и контролировал любой суд. Он заходил, открывал ногой двери. Хорошо, давайте вот для того, чтобы создать общую картину того, что происходит и того, что может быть. Допустим, Кишинев отказывается вводить внешнее управление, условно называем, отказывается принимать на территории Гагаузии чрезвычайное положение и назначать сюда временного управляющего. Гагаузия отказывается. Кишинев отказывается. Кишинев идет по такому демократическому пути, где-то весной, летом собирается проводить выборы.
Значит, допустим, он его проводит по закону Кодексу о выборах Республики Молдова, не Гагаузии. Допустим, его проводит Центральная избирательная комиссия Республики Молдова. Вы сразу сказали, Шор по-любому эти выборы выигрывает. То есть нужно либо исключать любого, кто Шор, иди докажи, чей Шор, чей нет, кто шорский, кто... Что в этом случае будет дальше? Шор, допустим, опять выиграет эти выборы. Я так понимаю, что Константинов уже тоже не будет в народном собрании, он ему не нужен. Это мое мнение. Константину не нужны эти депутаты, слишком они ему дорого обходятся, и слишком они как бы не выполняют требования. Шору не нужны. Да, Шору уже эти депутаты не нужны. И эти депутаты себя дискредитировали. В том числе и Константинов, да? Да, в том числе и Константин. И Шор на каждом участке, он пойдет с 5-6 депутатами. Даже сегодня на Башкана там рассматривается уже 6-7 человек, которых рассматривает Шор. Но я думаю, что вот эти как бы людей, которых он рассматривает, это просто люди, которые отвлекающие маневры. Я думаю, что Шор здесь делает вообще другого кандидата извне, не из Гагаузии. То есть, допустим, он берет и народное собрание, очевидно, берет и кресло Башкана. Дальше что? К чему они будут готовиться? Они никуда далеко не уходят. Они начнут будоражить ситуацию с января, с февраля месяца в надежде, что газ будет дорогой, правительство не сможет помочь людям, и экономика будет страдать. Как бы экономика, они считают, что экономика... Стагнация. Да, Молдавия. Вот они начнут с этого момента. И им нужна, опять я говорю, им нужна эта Гагаузия как дестабилизирующий фактор, чтобы потянуть сюда какие-то военные действия, чтобы свергнуть вот эту власть республики. То есть уже будут по военному пути идти? Да, они уже будут идти по военному пути. У нас ничего, риски у нас никуда в Гагаузии не ушли. Вон сцепились сюда, и Шор будет Гагаузию оставить всеми правдами и неправдами. Просто вот я говорю, их сейчас вот эти агитаторы делают на местах, делают опять ревизию. Кто люди, как они люди, кто сколько воровал, с кем работать дальше. Вот так и дальше, опять же, они пойдут. Вот Шор уже доказал на примере Казакли, на примере Вулканевского района, когда он выиграл в Казаклию, когда выиграла Фортуна, когда он выиграл Вулканевский район, где стояли крепко социалисты, и он Ирине Влах помог в Бельцах, но здесь он ее в Гагаузии порвал. Сказал: девочка, не ты там хозяйка, я хозяин здесь, Шор. Вот так. Вон то, что он сделал. И тут другого выхода, если ситуация, как бы, если правительство наше, руководство страны не введет вот здесь как бы время, чрезвычайное положение, не назначит временного Башкана, то они взорвут ситуацию. Они сейчас сделали как бы сделали ревизию в своих рядах, посмотрели, где их были ошибки, чуть-чуть поменяет риторику, проведет своих 35 депутатов, вот сейчас проведет. Эти депутаты уже себя дискредитировали, он их не проводил, он их потом купил. То есть, подождите, вы хотите сказать, что ситуацию в Гагаузии взорвет не введение чрезвычайного положения, а наоборот, без чрезвычайного положения оставит Шора, и он дальше взорвет? Да. Он ситуацию будет нагнетать с каждым днем. Будет нагнетать, и он взорвет ситуацию. Если тут чрезвычайное положение, когда будет вводиться, это будет контролируемый взрыв, который будет контролировать Кишинев, то вот этот взрыв, который после этого сделает Шор, вместе со своей вот этой шайкой, которую он проведет, это уже будет неконтролируемый. Что вы имеете в виду по словам контролируемый взрыв? Ну, понимаете, вот сегодня контролируемый взрыв в чем? Вот если говорим то, что сегодня введется, если чрезвычайное положение, будет взрыв, то этот взрыв, Кишинев, он назначит сегодня временного управляющего, которому будет помогать, и с которым он эту Гагаузию будет вытаскивать из этого кризиса. Это будут социальные проекты, будут проекты в инфраструктуру, будут проекты именно в людей в Гагаузии, а не кому-то в карман. Угу. Я вот это как бы имел в виду. Ну, вы имели в виду, что в любом случае будет недовольство, но можно будет его Недовольство будут создавать вот эти бабки. А вот эти Лейчу, Константиновы смогут вывести людей на улицу? Нет. Ни у них, ни у кого нету. Эта партия держится только на деньгах. Сейчас эта партия зашла чуть-чуть, она, как говорят, камыши. Зашла, она сейчас испугалась. Они боятся. Но это не значит, что это раненый зверь, которого надо сейчас добивать, уничтожать. Вот эту сетку Шора надо уничтожать. Почему? Потому что завтра они окрепнут, они увидят, что власть беззубая, не может их наказать, и они пойдут дальше. И, наверное, последний вопрос. Хотел спросить относительно... Вылетело из памяти. Наверное, неважно было. Но вопрос... Наверное, приезда начальника СИБа. Все об этом спрашивают везде. Ну, а что значит? Ну, окей, да, давайте, да. А что это было, кстати? Ну, знаете как, судя по тому, что Константинов перестал жаловаться на простату, значит, ему его резко вылечили. Я думаю, что... Нет, ну, господин послушайте, я думаю, что сегодня просто власти показали, что Константинов перешел все красные линии. С ним больше никто играться не будет. Сегодня он прямая угроза целостности и суверенитету государства. Вот так. И судя по тому, как Константинов поменял быстренько риторику, я думаю, он пытается опять ввести в заблуждение наши власти действующие.
Тут же он предлагает, я говорю, опять же, своего исполняющего Кройтера Дмитрия Васильевича пытается предложить временно исполняющему обязанности Башкана, вот так, чтобы усыпить бдительность и забрать опять ЦИК, чтобы ЦИК не был шоровский, а чтобы ЦИК был подконтрольный практически господину Константинову. То есть, да, я вспомнил, что я хотел спросить про социалистов. То есть, расформирование ЦИКа, вы хотите сказать, что это был конфликт между Шором и Константиновым? Да. Так? То есть, Константинов хотел контролировать ЦИК? Почему? Потому что если в прошлый раз ЦИК принял Гуцул, понимаете, и Константинов на это никак не мог повлиять. Константинов это ЦИКу не простил, он его расформировал. Хотя, когда он говорит, что этот ЦИК сегодня он участвует только 2 раза в выборах, он не нужен на 4 года, тут Константинов юлит. Наш ЦИК, именно этот ЦИК, участвует и в башканских выборах, Народное собрание, Народное собрание, в примары, парламент и этот. И наш ЦИК исполняет... Президента и все. Да, президента. И когда Константинов говорит, что не было толку платить, ЦИК Республики Молдова брал на финансирование как филиал своего ЦИКа здесь, в Гагаузии. И они отказались. Да, и они отказались. Да. Это только получилось из-за того, чтобы Константинов терял контроль над ЦИКом. И точно последний вопрос. Социалисты, они как-то непонятна их позиция. Ну, понятно, мы понимаем, что это, скажем так, они в одной лодке с Шором, там Кремль им говорит быть вместе. Но как-то они то критикуют, то не критикуют. Но по самым принципиальным вопросам, которые касаются интересов Гагаузии и противодействия с Кишиневым, они всегда принимают сторону Шора. Вы должны понимать, что у социалистов, что вот это, получается, альтернативы, то, что вот эти все партии, кураторы сидят в Кремле одни. Угу. Вот и все. И они сегодня просто делят, вот сегодня, и эти дерутся здесь, дерутся за кошелек, за не то что сферы влияния, а за финансирование, которое пойдет в дальнейшее, вот финансовые потоки, которые будут вливаться сюда, в нашу страну, чтобы шел через каждого вот это. То и вот, кажется, что получил свой кусок. Да, что получилось. И социалисты сегодня, они не понимают одного. Социалисты сегодня говорят, вот мы взяли, вот партия взяла, вот это взяла. Никто не взял, просто Шору дали по башке. Дадону удалось нагнуть Шора в Москве, чтобы сегодня люди Шора здесь в Гагаузии работали сегодня на социалистах. Вот и все. Как только пойдут башканские выборы, как пойдут только вот эти выборы в Народное собрание, ихние вот эти дороги разойдутся. Все выборы здесь выиграть самый подготовленный, я сегодня еще раз говорю вот на всю страну, самый подготовленный сегодня к выборам у нас в Гагаузии, это Шор. Он даже если надо, вот я говорю, наспор возьмет Ешака и проведет его в Башкан. И даже в депутаты. Даже в депутаты. И потому, когда у нас получается, что они, вот я когда депутатам говорил о цензе оседлости, они вроде Гуцул подписал, а я сейчас дал задание своим сотрудникам, чтобы посмотрели, на какой стадии вот этот, получается, вот этот закон, который поменял тогда же, опять же, Лейч, вот этот у нас горе-юрист в Лампасах, который говорит, сегодня там объяснял, что он изучал психиатрическую эту экспертизу, и Тютина надо криминальную психиатрию. Да, криминальную психиатрию. Я бы посоветовал ему самому пройти. Когда бывший прокурор кричит, что не надо исполнять решения судов, я бы посоветовал пройти ему. И вот эту правовую коллизию всю засунул, с команды Шора засунул Лейчу вот эту Гагаузию сейчас. То, он как-то, кстати, стоит особняком, делает вид, что он не Шором. Он Шором или нет? 100% Шором. 100%? 100%. Все большинство, которое сегодня... он говорит, я не голосовал за Гуцул. Послушайте, они за Гуцул голосовали даже раньше, когда было решение судов. Они судам практически не дали сегодня, чтобы этот суды приняли какое-то другое решение. Они признали до этого. Вы помните, собрались, когда они делали вот эти митинги вот здесь. 16 мая. Да, 16. Если бы эти выборы были правильные, законные, почему делали эти митинги, почему вы боялись вот эти документы дать? Проявила бы тогда власти, проявили бы тогда жесткость чуть-чуть, показали, что на нашей территории работает закон. Они заигрывали некоторые там в парламенте, некоторые, получается, в заигрывали тогда, да? Да, они заигрывали с Константиновым, заигрывали с вот этим. Вот и мы имеем результат того, что сегодня чуть не подорвали сегодня вот наши устои нашей страны, независимость изнутри. Вы что-то про это самое, про Лечу хотели сказать, или вы завершили? Все завершил, что да. Говорить надо. Что тут еще говорить, да, согласен. Да. Господин Черный, я благодарю вас, что вы нашли время, пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Я так понимаю, что будет что обсудить в Гагаузии еще очень долго. Приглашайте. Спасибо. Обязательно. Спасибо большое. Друзья, в этой части мы продолжим говорить о ситуации в Гагаузии, что вообще делать дальше, какие варианты есть у Кишинева для того, чтобы очистить Гагаузию от влияния Шора, влияния России. Об этом мы поговорим с Вадимом Пестренчуком, директором ИПИС, которого давно у нас не было, и мы рады его приветствовать у нас в студии по Zoom. Вадим, приветствую вас.
Добрый день и спасибо за приглашение. Давно не был, обязательно приеду как-нибудь. Ну, мы на это очень надеемся, да. Спасибо большое. Как вы, Вадим, вот оцениваете ситуацию? ПАС выиграл выборы, Майя Санду выиграла второй мандат, ПАС тоже выиграл второй мандат. Процесс европейской интеграции продолжается. Гагаузия и по голосам избирателей, и по заявлению тех, кто контролирует власть в гагаузской автономии, мы видим, что они против европейской интеграции, чуть ли не воспринимают это как нечто чуждое себе, я органически ее вообще не понимаю как. Как в этой ситуации дальше жить, как двигаться и как развивать регион? Оставлять ситуацию, как она есть, авось сама по себе рассосется? Или же Кишинев должен, с вашей точки зрения, предпринимать какие-то более активные действия? Или же местное сообщество должно что-то предпринимать в этом направлении? Как вы видите разрешение этой ситуации? Ну, первый и главный вопрос. Как дальше жить? Жить нужно Дружно. хорошо, Да. заботиться о собственном здоровье. Ага. Религия и молитва очень сильно помогает, так что вот жить надо правильно и хорошо, надо радоваться жизни каждый день. Но смотрите, даже вы, когда говорите Кишинев, Камрад, мы будто две столицы там, ну, мы должны чуть-чуть понять, что вот наше вот отношение, я бы сказал так, со столицей, это не отношение одной столицы с другой. Ну нет, конечно, я не так ставлю Она- вопрос, да. Не, я понимаю, но дело в том, что вот как бы по вашему вопросу я бы сказал так, что все должны что-то сделать. Да. Во-первых, это я бы вот использовал эту оказию обратиться и к лидерам сообществ, сельских, городских сообществ, мэрам, простым гражданам Молдовы из Гагаузии. Вот эти эксперименты социальные с созданием, если можно сказать, такого параллельного государства, когда там выплачиваются какие-то деньги бюджетникам, пенсионеров, все это временно. Вы должны понять, что это все временно. И вот если оставим геополитику, да, и политику в стороне, вот то, что там в Гагаузии хотели и сумели пить голоса и внимание очень многих людей, люди должны понять, что это похоже на какую-то финансовую пирамиду. Да, деньги бесплатные бывают только в мышеловке. То есть, если это еще раз произойдет, пожалуйста, добрые граждане, вы должны знать, что момент расплаты или через штрафы, или через какие-то долги, или через какие-то действия, он придет рано или поздно. Это, знаете, как в Кишиневе, и не только в Кишиневе, я думаю, все были изумлены вот этой системе пирамидальной ТУКС, да, через интернет там все. Вот я, к примеру, бы сказал так, что вот это массовый подкуп избирателей, людей в Гагаузии, он был как какой-то ТУКС, вот, да, политический такой ТУКС. Взяли все туда, всем Да. платят, типа параллельное государство. А в реальности это нарушение закона, это раз. И при любой бы власти, я думаю, что при этой власти еще такие ответы были достаточно интеллигентными и проевропейскими или как-то в рамках закона. Я думаю, что вот те, которые помнят времена, не знаю, во время Воронина, к примеру, если такое бы при нем случилось, я думаю, что последствия были намного бы хуже. для Ну да. многих. И спрашивать, и сажать, не сажать, или читать новости, что там люди говорят, никто бы не был, не спрашивал. Нет. То есть с этой точки зрения я хочу, во-первых, чтобы мы позаботились о гражданах и объясняли им, да, это их право быть подкупленными, или не знаю, как там правильно сформулировать по-русски, но гражданам надо объяснять, что всегда после таких вот нюансов бывают последствия. Или от тех, кто дает, или от тех, кто мониторит, то есть бесплатные деньги никогда не бывают. Второе. Я считаю, что вот в этой ситуации, да, после выборов вы сказали, вроде бы люди уже успокоились, выбрали, кто за, кто против, это абсолютно нормально. Если бы были бы все за, тогда я бы кричал, что это неправильно, потому что так не должно быть в открытом и демократическом обществе. Но вот все как бы для нас тут в Кишиневе, вы правильно заметили, все устаканилось, есть новое правительство, все уже критикуют какие-то действия или бездействия.
Но что делать в Гагаузии? Очень верный вопрос вы задали, Михаил. И я считаю, что вот в реальности у Кишинева, и не только в правительственной плоскости, но и в частной, и в образовательной сфере, и в НПО, и там в разных образовательных программах есть большие, скажем так, задолженности по действиям Гагаузии. И даже политические партии. Я неустанно всегда говорю, что вот смотрите, политические партии и лидеры разных политических партий, они очень часто говорят, что вот, в Гагаузии так, в Гагаузии сяк, все так плохо, здесь нехорошо. А у скольких из этих партий есть офисы в Гагаузии? Вот риторический вопрос почти. Да не Ну, я не знаю, у партии социалистов, наверное, есть офис. В любом регионе, в любом сообществе нужно наполнять связями, общими проектами, общением, институциональным, на личном уровне, на уровне там, местных администраций, профессионалов из образования, медицины и тому подобное. То есть здесь есть большая задолженность и у правительства, и да, вот есть определенные нюансы, там плохие отношения, скажем, с исполкомом. Но это не значит, что должны быть плохими со всеми жителями Гагаузии. Я знаю, что есть неплохие платформы общения по бизнесу и с местной администрацией. Единственное, что нужно сделать, просто расширить вот круг этого взаимодействия между разными институтами, правительственными, публичными или частными институтами или НПО. Отсюда и с разными организациями, институтами в Гагаузии. Что такое маленькое расстояние. Большое желание гагаузов учить румынский. И мы это в нашем институте дальше вот этим занимаемся. И мы видим, что желание у людей, у родителей не уменьшилось, чтобы в детских садах, в школах дети учили румынский и потом поступали в образовательные учреждения или были лучше интегрированы во все, что называется экономическая и социальная жизнь Молдовы. То есть там есть желание. Да, оно своеобразное, конечно, очень неудобно иметь такие серьезные критики, которые очень часто основываются на фальшивых информациях про Европейский Союз. Но я думаю, что сами гагаузы не хотят жить в Европейском Союзе. Я помню годы тому назад, когда мы проводили исследования в Гагаузии, встречались с родителями, которые хотели открыть там еще одной группы по румынскому языку, там в детском садике, в дошкольном учреждении, в школьных учреждениях. Мы их спрашивали, почему, общались. Да, у них были вопросы там по поводу Европейского Союза, но они хотят, чтобы их дети жили в Европе или как Европе. Ну, давайте, вот просто мы сейчас с вами, вы, такой монолог у вас получается, не то чтобы я там не согласен с вами, просто нужно разделить зерна от плевел. Есть исполком, есть народное собрание, есть Башкан, есть руководство Гагаузии, есть то, что мы называем особый правовой статус, территориальная автономия. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса – это гагаузское сообщество, которое является, не знаю, там, этническим сообществом, русскоязычным сообществом и так далее. И тут государство, я имею в виду Республика Молдова, да, безусловно, должно заниматься интеграцией. И тут на самом деле есть очень большая задолженность в Гагаузии. До сих пор из 60 школ только 2 с преподаванием на румынском языке и ни одного детского садика с преподаванием на румынском языке. И тут, наверное, государство должно было за последние 35 лет работать гораздо более активно для того, чтобы количество школ... Я с вами согласен, у людей есть желание отдавать своих детей учиться на румынском языке, потому что люди понимают, как бы, что за румынским будут. Я вам даже больше скажу, у людей больше желания отдавать своих детей учиться на румынском языке, чем отдавать детей учиться на гагаузском языке. Да, согласен, это мы Да, тоже видим. то есть вы не найдете ни одного, с моей точки зрения, не найдете единицы, к сожалению, да, меня сейчас загрызут гагаузофилы и так далее. Вы не найдете практически ни одного, кто хотел бы отдать своего ребенка учиться на гагаузском языке. Но вы найдете очень много людей, которые готовы отдавать своих детей учиться на румынском языке, потому что они понимают, что это государственный язык, и ребенок как-то должен интегрироваться. Но государство за 35 лет не создало достаточное количество условий для этого. Вот, допустим, я был в Вулканештах недавно, там есть лицей Лучафорл, да, на румынском языке преподавания. Директор говорит, у нас следующая проблема. К нам приходят дети,
после садика на русском языке. И пока ребенок изучит язык, он практически до 5 класса изучает только язык. Нам не хватает очень сильно садика на румынском языке преподавания. Для того, чтобы ребенок уже приходил к нам в школу готовенький, да, то есть говорит на румынском языке, понимает на румынском языке, читает и так далее. Что мы с ним продолжили процесс обучения. Вот здесь государство практически ничего не делает. И вот эта вот программа изучения румынского языка, при всем уважении к президенту Майе Санду, ну, с моей точки зрения, это мертвому припарка. И не то, чтобы этого не нужно делать, но этого очень недостаточно. И я не вижу какого-то более системного подхода. Вы, как бывший депутат, что думаете по этому поводу, господин Пестричук? Я сейчас задам вопрос по этому, а по поводу исполкома поговорим дальше. Да? Я знаю, что много было сделано насчет румынского языка, и как бы все были, как бы так, интерес к этому и управление образованием был всегда достаточно велик, вот до последней итерации в вашем исполкоме. Это во-первых. Но вообще образование это дело не только государства и каких-то государственных учреждений, но и образование получателя. А получатель образования это молодежь и родители. То Да. есть это очень важно. Я считаю, что многие граждане, мы делаем интервью, многие гагаузы, они как-то чуть-чуть потеряны в этом. С одной стороны, идеологически не понимают, что должны их дети учить русский язык. Но потом, когда дети становятся старше, ты поехал кому-то в Кишинев, и тебе объяснили, вот человек работает в банке, вот другой работает там в прокуратуре, третий там в частном секторе из Гагаузии, он тебе скажет, что надо учить румынский, потому что как бы здесь без каких-то идеологических проволочек, хочешь успеть в большой столице, будь наравне со всеми. Да. И в Кишиневе у нас тут говорят по-румынски, и по-русски, и по-английски, и тому подобное. То есть эти три языка, если ты хочешь быть востребован на рынке труда или в бизнесе, ты должен знать. Это тебе медаль за это никто не даст. То есть с одним русским языком ты никуда не пойдешь. Абсолютно, Далеко никуда не ничего не сделаешь. И то же самое в русскоязычных школах. Очень многие учат, конечно, и румынский. Многим везет, которые знают румынский из семьи, если есть Да. один член семьи. Но они хотят образования. И здесь получается какая-то такая деформация мышления. С одной стороны, идеологически, вот давайте туда, но дайте еще каких-то больше преподавателей, и это должно быть, это наш минус отсюда из Кишинева. Но сказать, а давайте просто откроем румынские школы там и с гагаузскими классами как-то сделать, это все можно придумать, только надо об этом заявить. Никто не будет заставлять там учить на одном языке или на другом. Но определенные объективные ситуации существуют. То есть ты не можешь, к примеру, выучить румынский язык, изучая его как иностранный язык. Я там вам могу сказать с точностью, да? Изучая его как какой-то язык иностранный, чтобы ты потом приехал в Кишинев и очень просто на нем общался, это почти невозможно. Но я вернусь опять к этой проблеме с Гагаузией. Где у нас проблема? В Гагаузии. Вот, к примеру, гагаузы выбирают свою власть. Она имеет очень большую важность. Да? Вот я хотел бы спросить, такой риторический, не знаю, вопрос или в никуда. Вам нравится, к примеру, политика в Гагаузии? Когда гагаузов используют откровенно не для продвижения интересов гагаузского сообщества или там разрешения каких-то проблем, связанных с автономией, а для продвижения интересов даже не чужого государства, а определенных политических там деятелей, спонсируемых там Российской Федерацией. Потому что это не вся Россия, это всем понятно. Да? Второе, вам нравится вот такой стиль управления? Ну, давайте я вам отвечу. Людям не нравится, но если вы проведете выборы... Да. Я понимаю, что им нравится, но мы в процессе. Им не нравится, но если вы проведете завтра выборы, то мы окажемся в этой же ситуации. В этом вся проблема. Я понимаю, нужны какие-то действия с другой стороны. Но вот вы видите, что у вас там есть национальное там собрание, да, потом исполком. В собрании что мы видим там? Какие-то высказывания, конфликты, ссоры, драки. Да. Блокада какие-то. А с бюджетом, своим же бюджетом разобраться не могут. Там я смотрел Вулканешты, Чедерлунга, там недополучили каких-то проектов. Деньги из воздуха не берутся. Они любят очень четкую позицию и дипломатию. Дипломатию в том числе. Эти люди, которых вы там выбираете, должны решать ваши проблемы. А если они будут на коне и с шашкой вот так над головой, что мы здесь, мы там всем что-то сделаем, будем защищать от каких-то
плохих молдаван, всю Гагаузию, никакого развития не будет. Денег не будет. Будет такой медленный упадок всего, что значит такая сильная, динамичная, молодая Гагаузия, как мы ее всегда знали. То есть вы должны понимать, что вот эти отношения между Кишиневым и Камратом, они будут всегда технически, никогда никто никого не оставит, давайте так скажем. Но развитие, если ты хочешь развиваться, очень-очень сильно зависит от местных политиков, местных властей, примарей там, от национального собрания, очень важно, и от исполкома. В тот момент, когда у иностранных партнеров Республики Молдова появляется вопрос, а должен я туда поехать? С кем я встречусь? С нормальным там местным региональным политиком? Или я там встречусь с какими-то, не знаю, там членами какого-то ОПГ? Или там они будут кричать, что Европа плохо, там это хорошо. Мы же тут говорим не о диалоге, говорим о воде, о проектах, о дорогах, о помощи малому бизнесу. То есть у гагаузов должен появиться очень четкий вопрос и взаимосвязь. Должны понять, что если выбирать только тех, которые умеют делать платные протесты или какие-то конфликты, интриганов таких, зажигателей, потому что им заплатят другие, они с другими будут работать. Да? Там вопрос в деньгах. Если им заплатят, не знаю, там Румыния или другая страна, они будут и по-румынски, и хору танцевать, и унирю звать и тому подобное. Это люди, которые делают политику только ради денег и за деньги. То откуда будет развитие? Понимаете? Вот, к примеру, приходят инвесторы в Кишинев. Правильно я понимаю, что... Нравится Гагаузия, там плотное население, дисциплина, все правильно. Они не идут туда. Даже турки очень часто уже не хотят, потому что им не ясно, что это за народные избранники там у вас. Да? То есть, за кого? Ну хорошо, вот, понимаете, в чем проблема? Я понимаю, что из вашего разговора с вами я понимаю, что вы видите ситуацию следующим образом, чтобы Гагаузия, как барон Мюнхгаузен, сама себя за волосы вытащила из болота. Это как бы один вариант. Ну, во всяком случае, я считываю этот месседж. Но вот вдруг проблема же еще в другом, что политически, как ни крути, Шор и его приспешники Гагаузию контролируют. У них самая разветвленная политическая сеть, она никуда не делась, она по-прежнему остается в Гагаузии. И если проводить выборы завтра, выборы в Народное собрание и выборы Башкана, то Шор опять возьмет власть. С этим что делать? Смотрите, первое, что если там кто Шор или кто-то другой контролирует республику, это гагаузской автономии автономию в составе Республики Молдова. Нет, неправильно. И Камрат, и Кишинев контролируются молдавской конституцией и нашими органами. Мы должны это понимать. Да? То есть, помимо всего вот этого, политической этой возни, есть другие институты власти. И на этот счет вопрос очень четко. Тут, я думаю, что все уже поняли, что тут никто заднюю давать не будет по этому вопросу. Ни одна власть, еще раз скажу, ни одна правительство Республики Молдова, будь то правое или левое, какое угодно. Второе. Нет, я не считаю, что гагаузы сами себя должны вытащить из этого. Я хочу, чтобы в Гагаузии появилась дискуссия. Да? Я уверен, что вещи не меняются через ночь, 2 ночи или там полгода. Но дискуссия должна быть. И гагаузы должны понимать, что вот здесь, на этой улице, без света там, или без дороги, или там могло бы быть что-то другое. Вот на этой старой ферме мог бы приехать какой-то инвестор, там инвестировать в какое-то маленькое производство. И раньше я бы вам сказал, что Гагаузия всегда была притягательна для многих инвесторов и даже для доноров. Почему? Организованно, быстро реагирует, есть такой, как говорится, обратная связь всегда. Сейчас этого нет. И я хочу единственное, чтобы вы там об этом говорили. Не только вы, Михаил, но и ваши слушатели, не только ваши слушатели. Говорите об этом. Вот об этом. Не о том, что вот Кишинев хочет нас съесть, и тут все такие карабасы сидят и хотят что-то гагаузам плохое сделать. Нет. Кишинев рад, чтобы в Гагаузии все цвесло и росло, и выбрали политиков, которые будут защищать гагаузов, гагаузскую культуру, гагаузский язык. Более того, я не побоюсь сказать, что мне нравится гагаузский национализм, такой здоровый национализм, потому что это которого нет. годность
их немного, по ЮНЕСКО гагаузский язык уже один из исчезающих языков, его надо учить, то есть не просто там на сленге говорить с бабушкой, а реально его учить, писать на нем, писать литературу на нем, стихи, может, кому-то. Были же наши предшественники делали это в более сложных условиях, чем сегодня. С интернетом можно учить что угодно. Да? Эти вопросы должны быть. Вот там сели за стаканом с вином там в пятницу. Слушай, ребята, а куда мы двигаемся? Да? Не надо выбирать Вадима, Майю Санду там, или кого-то в гагаузии. Своих же политиков, но которые будут продвигать интересы гагаузского народа. Да? Не просто кого-то там. Вот уехали, их нет на месте. Правильно? И что? И дальше что? Второе, вот то, что Кишинев как-то ушел или кто контролирует. Не надо забывать о том, что у нас есть. Гагаузия, к сожалению, или не знаю, как там, как для кого-то, дотационный регион Республики Молдова. Какой? Дотационный, то есть очень много денег публичных институтов приходит отсюда. То есть я почему-то там нефтескважин не замечал. Ну, в Молдове нету недотационных регионов. Давайте как бы с этой точки зрения. Вы не скажите, есть некоторые. Например? Есть и Кишинев недотационный, есть окей, населенные местности. Да? Ну, такая наша страна. 80% экономики в Кишиневе. Да? Ну да. Один большой город. То есть здесь, если посмотреть с этой точки зрения, кто как контролирует, да, там вот этот хайп политический, конечно, его могут контролировать разные люди в определенные моменты, но я считаю, что в этот раз институты власти, полиции и, скажем так, прокуратуры и спецслужбы, они уже, как сказать, у них уже больше появилась самоуверенность или уверенность в себе. То есть эти институты, по крайней мере, в остальной Молдове у них начал повышаться доверие к этим институтам после вот этих. И вы должны понимать, что здесь вопрос не в политиках, а в том числе, что говорит остальная Молдова, да? То есть насчет определенных вещей. Это нравится, что вот кто-то там беглый олигарх контролирует, скажем, регион. Нет, это не нравится только депутатам, это не нравится большинству населению Республики Молдова. Все так смотрят, будто вот только здесь у нас есть определенное количество людей, они за, а вот те другие против. Нет, там очень большое давление на политиков, вот, которые справа и с центра политического спектра. То есть большое давление от избирателей, от народа, говорят, что-то там происходит. Почему-то вот так все пустили на какой-то там... Самотек, да? Самотека не будет. Поэтому мой месседж и вопрос для гагаузских лидеров в сообществе, зная, что они есть у вас, готовьтесь к своим выборам, обязательно готовьтесь и не надейтесь на вот эти кульки или какие-то трансферы откуда-то. Нужно быть подготовленным, потому что сейчас с возможностями, которые дают социальные сети, хороший, добросовестный гагауз, который любит свой гагаузский народ, во-первых, он может набрать достаточное количество голосов, чтобы стать важным политиком в этом регионе. А дальше эти политики, когда уже находятся на должностях разных, или там депутатов, или в исполкоме, они должны где локтями, где ногами, где смекалкой уже прорываться в разные институты национальные в Молдове, региональные, Европейского Союза, там, наших соседей, в Румынии и тому подобное, для того, чтобы принести больше денег в Гагаузии, больше развития инвесторов и тому подобное. Потому что мы все поняли после вот этих выборов, что время вот этих сказок и каких-то сетевых подкупов, оно не вечное, это все проходит. Вадим, я благодарю вас, что нашли время и пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. И будем рады продолжить с вами дискуссии относительно того, что можно сделать в Гагаузии для того, чтобы и гагаузское сообщество стало более интегрированным. Готов на целую передачу. Мы с вами согласуем дату и время и сделаем большую длинную передачу. Договорились. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Всех. Да, приятного вечера. До свидания. Приятного вечера. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся на следующей неделе в это же время. До свидания.